Сколько отделов образования в Казахстане? Есть у нас отделы образования, есть управление образования. И тех, и других. И управление, и отделов, извиняюсь. 224. 224. По сути, 224 таких маленьких министерств образования. Ну, можно и так сказать. Вы понимаете, что это проблема? Это проблема. Поэтому Потому что каждый начальник вот этого отдела образования, это там, вы что, когда это же там свой министр. Вы очень четко заметили, поэтому президент во время послания, он сказал, давайте мы сейчас все это централизируем. Централизацию проведем. Почему? Потому что, кстати, в здравоохранении это сделали в 2005 году, и управляемость стала гораздо лучше. Потому что ситуация сегодня такая, и результаты ПИЗа, вот это исследование, показывают, что у нас разница между областями страны по качеству знания 3 года. И эксперты зарубежные, они говорят, слушай, унитарная страна, одни стандарты, одни приказы, одно министерство, но разница в регионах 3 года. С чем это связано? И это еще ничего. Но когда берешь один регион, область, внутри смотришь разницу между районами, видишь абсолютно то же самое. Вот здесь находится один город, вот здесь находится другой город. Разница между ними как небо и земля. 2-3 года в качестве знаний отстают друг от друга. Это же момент социального лифта. Да, почему? Потому что имплементация образовательной политики очень разные. Первое, потому что, я же говорю, каждый из них является фактически министром образования. Хотя мы в унитарной стране. Каждый из них отдельно, кто-то аким финансирует это образование полностью, другой не финансирует. И у нас бывает так, что всем должны покупать бесплатные учебники. Здесь в одной области, в одном районе есть, рядом другой район, там учебников нет. То есть это непозволительно, из-за этого страдает образование, из-за этого те решения, которые принимаются в центре, они даже не доходят, не говоря уже об обратной связи. Поэтому сейчас буквально вчера парламент принял во 2-м чтении законопроект, который районный уровень, централизацию отдает, все это передается на уровень областных управлений. И потому что вот я работал в районе, потом я работал в области. Так вот, областные управления образования, им ни одна школа, ни один детский сад не подчиняется. Они занимаются своими колледжами и школами для особых, скажем так, детей с особыми потребностями. Все. Те подчиняются, в свою очередь, районо, школы и горано. А горано и районо, они подчиняются своим акимам. Да. Назначаются ими, финансируются ими, увольняются ими, наказываются ими. Управление образованием такая же ситуация. Министерству никакого подчинения или зависимости прямой нету. Сейчас мы тоже, буквально недавно президент подписал этот закон, новую норму мы инициировали, теперь руководители управления образованием их назначение и увольнение будут согласовываться с Министерством образования. Потому что мы сейчас делаем очень большую реформу, именно вот управленческую. Систему управления образованием надо сделать адекватной, и чтобы сама система была управляемой. Это очень важно, от этого зависит и имплементация, и реализация нашей. Знаете, почему я спросил этот вопрос? Когда говорят о качестве образования, там и оснащенности, материальном, технической оснащенности школ, часто говорят, вот там Министерство образования. На самом деле вы можете следить за тем, какой у вас аким по вашей школе, потому что финансирование из акиматов? Все в акиматах. Вот, а вам его передадут или нет? Или хотите ли вы этого в принципе? Вы знаете, вопрос не в том, что хотим ли мы, вопрос в том, будет ли это эффективным. Министерство образования, находясь здесь, в городе Нур-Султан, не сможет управлять 20 тысячами организаций образования в стране. Поэтому нам достаточно того, что сейчас это будет централизовано на уровне областей. Это будет управляемо, это будет один бюджет, а не 18 в каждом регионе. И это будет один руководитель, который отвечает. И нам гораздо легче будет управлять 17 центрами, чем 224, тем более они подчиняются каждый акиму района или акиму села. Поэтому вот эта система, она позволит нам достаточно быстро во многих вопросах навести порядок. Как интересно получается. Нет, министр Назарбаев в университете не отвечает, а управление образования не отвечает. Но спрос всегда с вас. Правильно, поэтому вы сидите. Да. Но получается, в итоге ты же все равно подчиняешься тому, кто дает деньги. Будет двоевластие какое-то? Нет, в данном начальник случае управления образования. Начальник управления образования, он будет подчиняться акиму области. Акиму области. Да, но его согласовывают с нами при назначении, при увольнении с нами. И в любом случае мы, как государственный орган, формируем политику. Прям как недавний закон Сельбасы, надо всех согласовывать. Но гораздо проще управлять 17
управлениями, чем 224. И то опосредованно. Еще не